Меня зовут Ярхамов Ильнур, и с вами проект «Татары мира». Книг, конечно, башкирские миссионеры о башкирских родах и племенах написали много. Территориально этими десятками томов книг покусились как на восток Татарстана, описывая племена Иректе, Юрми, Байлар, Кыргыз, Арайлы, Буляр, Байлар и Еней, так и покусились на татарские районы Башкортостана. Там тоже бесчисленное количество либо придуманных башкирских родов, либо обашкиренных татарских родов, точнее исторических татарских сообществ. Очевидно, что перед татарами, которым не безразлична история их происхождения, история их предков, значимость татарских исторических личностей, перед такими уважаемыми мною татарами встает вопрос – а как относиться к этим десяткам томов истории башкирских родов? Давайте сначала разберемся с бумажными вариантами книг. Они все шаблонные, толстенные книги с очень качественной бумагой, с толстой обложкой. В общем, печатали книгу на совесть. Но не надо держать эти книги по истории башкирских родов на полках с другими книгами по истории. В моих предыдущих выпусках и в этом выпуске я вам показал и еще покажу, сколько манипуляций, фальсификаций в этих книгах. Книгу, в принципе, можно сдать в макулатуру, поставить в качестве подпорки под холодильник. Можно книгу аккуратно придать земле. Да-да, подумайте только, сколько было уничтожено деревьев, чтобы потом из них сделать бумагу и напечатать эти книги о башкирских родах. Не берите на себя грех за эти уничтоженные деревья. Подумайте о природе. Верните книги земле. Запомните, не верьте ни одной ссылке, ни одному подстрочному разъяснению в этих томах книг. Авторы многотомника откровенно фантазируют, сочиняют цитаты. Например, историка Дамира Исхакова заменяет в цитатах исторических источников слово «татар» на слово «башкир». Помните, как я во время своего первого разбора книги о роде Ельдяк говорил, как авторы описывали события 17 века, когда русская администрация Уфы якобы вместе с башкирами в 1633 году вступила в схватку с сибирскими кучумовичами и с калмыками. Тогда некоторые комментаторы попросили показать сам факт фальсификации исторического источника сектантами Салавата Малевича Хамидуллина. Показываю. Вот 23-я страница тома о роде Ельдяк. Калмыки были разбиты, а царевичи взяты в плен. Еще ранее, в 1633 году, полковой глава Черняков с 1380 служилыми людьми и башкирами ходил освобождать от калмыков Катайскую волость. А теперь страница самого исторического документа. С отписки тюменского воевода Ивана Милюкова туринскому воеводе Лукьяну Пултеву о походе уфимских служилых людей на калмыков и царевича Аблая. Каждую их ссылку можно перепроверить, скачав указанные ими по ссылке книгу и открыть указанный номер страницы. А еще с помощью электронного поисковика приложения по чтению электронной книги в формате PDF можно найти исторические ляпы и в этих книгах в том числе, то есть в башкирских родах. В этом смысле бумажная книга по истории башкирских родов – это самый настоящий яд. У вас нет возможности перепроверить то, о чем пишут авторы томов. Ну а теперь пройдемся уже кратким обзором сразу по нескольким томам по башкирским родам. Итак, вернемся к тому о роде Ельдяк. Книга, которую я анатомировал первой. В этой книге, как, впрочем, и во всех других книгах, есть списки деревень, которые территориально находятся якобы на территориях вотчинных земель ельдяковцев, но и других родов. В томе Ельдяк открываем страницу 94. Там рассказывается история деревни Суккулово, которая сегодня находится в Дюртюлинском районе Башкортостана. В описании истории деревни говорится, что она упоминается в исторических источниках впервые в 1795 году, а по архивным документам она упоминается с 1765 года, где говорится, что прибыли туда, в эту деревню, татары, которые затем перешли в Тептярское и Мишарское сословие. А теперь берем книгу татар Уфимского уезда и находим там информацию о деревне Суккулово. Оказывается, по ревизской сказке 1722-1723 годов информация по деревне есть, и там фиксируются ясачные татары.
А вот выписка из книги переписной ясачных крестьян татар 1747 года Казанской дороги Уфимского уезда. По этой выписке тоже в деревне проживают ясачные татары. Значит, сообщение, что деревня впервые упоминается в 1765 году, которое мы вычитываем в томе про род Ельдяк, самая наглая ложь. А если авторы книги ошиблись одной деревней? Ну, мало ли тогда, давайте возьмем другую деревню из Дюртюлинского района, деревню Аргамак. О ней нам в томе Ельдяк рассказывают, что это, мол, башкирское селение, куда прибыли в свое время бобыли. А татары совсем не были в этой деревне. Смотрим книгу «Татары Уфимского уезда» и видим, что по ревизской сказке 1722-1723 годов в Аргамаке проживали ясачные татары, и в ревизской сказке 1747 года мы также продолжаем видеть, как там проживали ясачные татары. Как говорят христиане, Бог любит Троицу. Давайте возьмем третью деревню, Нижний Аташ или Нижнеаташево, в том же Дюртюлинском районе. Нам в книге о роде Ельдяк сообщают, что эта деревня впервые упоминается в материалах пятой ревизии 1795 года. Ну что же, перепроверим по книге «Татары Уфимского уезда». Оказывается, эта деревня упоминается во второй ревизской сказке от 1747 года, и там проживают ясачные татары. Также есть данные, по которым по четвертой ревизии в 1782 года там были зафиксированы татары в типтярском сословии. Мы указали на откровенную ложь только по 3 деревням Дюртюлинского района. А теперь представьте себе масштаб лжи, которую написали авторы башкирских родов уже в 40 томах. А еще в томе о Ельдяк можно обнаружить вот какой забавный косяк авторов. Банда Малевичей, видимо, в спешке малевала таблицы по численности деревень, которые типа относятся к ельдякскому роду. Ну и чистосердечно призналась, что типтяри, башкиры, да-да, именно башкиры, мишари, тюменцы, в таких деревнях, как Старокутово, Каргалы и Верхний Аташево, это всего лишь сословное обозначение. Еще раз, друзья, в предисловии абсолютно ко всем своим томам книг Малевичи топят за то, что башкиры никак не могут быть сословием. Но ровно через 70 страниц об этом забывают и запихивают башкир в столбцы с сословными обозначениями. Причем удивляет то, что Малевичи почему-то упорно продолжают указывать в таблицах башкир как сословие. Это, например, касается и таких деревень, как Имян-Лекул, Каразирик и Новокутово в томе о роде Ельдяк. Отметим одну важную методологическую манипуляцию, которую сегодня допускают авторы многотомной зажигалки. Мы не отрицаем факт существования этноса башкир в 17, 18, 19, 20, 21 веках. Однако одновременно вместе с этносом башкир существовало и сословие, которое в нормативных документах и актах Российской империи именовалось как башкирец. Не путайте, были и есть башкиры, и были раньше башкирцы, в котором находились татары. Очень тонкую подмену с этими понятиями в свое время совершил башкирский историк Раиль Гумерович Кузеев. Он в ряде своих работ также не забывал о существовании двух параллельных понятий – башкир и башкирец. Но слово «башкирец» он модернизировал на свой лад. В его книгах это понятие превратилось в слово «башкир», правда в кавычках. Вот перед вами выписка из ревизской сказки от 1834 года в Оренбургской губернии Белебеевского уезда. Как видите, речь идет о жителях, которых именуют как башкирец. Откуда появились башкирцы? Перед вами исторический документ. Приказ главному военному министру Российской империи от 18 сентября 1855 года Василию Андреевичу Долгорукову. А говорится там следующее. С причислением типтярей и бобылей к башкирско-мещерякскому войску и подчинением их во всех отношениях одному порядку управления. Все войско именовать башкирским, называть их башкирами из мещеряков или из типтярей. А теперь давайте перейдем к другим томам. Наш анализ всех томов книг показал, что предисловие в них одно и то же.
Отличается только выдумками про так называемые рода. Далее в томах идет информация про населенные пункты, в которых, как мы видели выше, авторы тоже все наврали. Смысла разбирать каждый том нет. В каждом томе вранье. Чтобы убедить зрителя, пройдемся бегло по нескольким так называемым родам. Итак, авторы написали целый том о роде Юрматы. Через поиск в программах по работе с документами PDF найдите в этой книге Шежере башкир-юрматинцев. Найдите фразу «В древние времена на этой земле были нагаи». На земле по долинам рек, называемым Зай и Шашма. Да-да, в родословных самих юрматинцев говорится, что у них нагайское прошлое, а не какое-то там башкирское. Более того, давайте откроем книгу «Башкирские родословные», которую подготовил публикации Раиль Кузеев, а составили предисловие и разъяснения исследователи Булгаков и Надыргулов. Эта книга вышла в 2002 году. В юрматинском Шежере о нагаях рассказывается следующее. Перекочевывая с места на место, они достигали берегов Сакмары, Джайка, то есть Урала, и Идели. Неисчислимые нагаи сии места сделали своим жилищем. Или вот, например, интересный момент из родословной юрматинцев, в котором сообщается, что, оказывается, у нагаев-юрматинцев есть коллективная историческая память, что они пришли из Кубани. Нагаи собрались и держали совет. Наши предки пришли сюда, с Кубани, из-за земли и воды. Пришли искать прохладного места и прохладной воды. Разве башкиры когда-нибудь жили на Кубани? Более того, в родословной юрматинцев есть память, что они были не только нагаями. Есть также сведения, что они себя назвали иштяками. По течению рек Ак и Дели, Верхняя Межа, Нугуш, Верхняя Межа, Кукуш, со всеми вытекающими оттуда речками и лугами, все это было их владением. 300 нагаев с родами их, оставшись без Ядкара, также бежали на Кубань. Оставшиеся с Бурнакбием люди назвались Иштяк. А когда, собственно говоря, позавчерашние нагаи-юрматинцы, то есть вчерашние иштяки-юрматинцы, вошли в состав башкир, все просто. По историческим документам это произошло в 1649 году при царе Алексее Михайловиче Романове. Открываем книгу Бориса Нольде «Образование Русской империи», которая вышла в 1952 году, и читаем, как юрматинцы ходили к царю себе землю выпрашивать. Август 21 дня прислано из великого государя царя и великого князя Алексея Михайловича всея России, самодержца, на Уфу, в приказную избу, стольнику и воеводе Льву Афанасьевичу Плещееву грамота. А в грамоте писано: пришли 4 человека от башкирцев, а именно Тетягач, Азнан Ильчик, Темир и Кармыш. И пришедшие себя объявили и рабством своим приложились, что нас 300 домов, и просили оставшиеся от перешедших нагаевских башкирцев земли. Вот и все. Нет у юрматинцев никакого башкирского прошлого. У них есть лишь нагайская и иштякская манифестация своей этнической идентичности в своих же родословных. А что насчет рода Минг? Здесь для нас ключик, чтобы раскрашивать надуманную башкирскую скорлупу рода Минг, это историческая личность Канзафар Би. В книге о роде Минг вам сообщат, что, мол, это вождь башкирского племени Минг, инициатор добровольного присоединения Башкирии к русскому государству. Тут мы обратимся к первому исследователю Башкирии Петру Рычкову, который написал труд «Истории Оренбургской». Там он воспроизвел содержание одной из самых известных родословных – Шежере племени Минг, сообщенной ему представителем феодальной башкирской элиты Кидрясом Мулакаевым. В Малой Татарии, то есть близ Крыма, показал он Кадряс Мулакаев из татарской истории, кое у него бывшее башкирское замешание пропало, был нагайский хан именем Басман. Все мирзы и бии, упоминаемые
у Петра Рычкова, со слов Мулакаева, известны были в истории именно как аристократия ногайских татар. Как видите, минцы тоже нагаи, оказывается, как юрматинцы. Дальше идем. Берем том о роде Гайна. Имейте в виду, что тома о башкирских родах буквально испещрены ссылками на труды башкирского историка и этнолога Раиля Гумеровича Кузеева. Особенно нравится авторам его книга «Происхождение башкирского народа». Том о роде Гайна не исключение. Там тоже очень много ссылок на эту книгу Кузеева. Запустите у себя на компьютере электронный вариант книги о роде Гайна. Введите в поиск имя Кузеев, и вы обнаружите, в каких моментах и как авторы ссылаются на фундаментальный труд башкирского историка. Но мы обнаружили, как кое-какие выводы башкирского историка Кузеева авторы многотомной зажигалки старательно обходят стороной, если вовсе не игнорируют. В общем, открываем труд Кузеева «Происхождение башкирского народа» и читаем там, каким башкирский историк видит историю происхождения рода Гайна. В составе гайнинцев, например, 4 подразделения – Кушык, Гаря, присоединившиеся Гаря, Нукше, Аримес, Максей составляют башкиризированные потомки удмуртов, которые стали башкирами, приобретя право участия во владении вотчинными землями. Здесь Раиль Кузеев черным по белому, однозначно, без всяких намеков, четко и понятно пишет, что гайнинцы – это вчерашние удмурты, которые просто-напросто получили вотчинное право и вошли в состав башкирского сословия. Если вы как-то иначе понимаете Кузеева, то вам самое место рядом со слепцами, которые верят, что у нас земля плоская. А давайте откроем книгу о роде Танып. Если в поисковик программы по работе с PDF-файлами также вбить имя Раиля Гумеровича Кузеева, то можно обнаружить очень любопытную его цитату, которой вооружились авторы многотомника. Кузеев пишет: «Гайнинские башкиры, таныпцы, в отличие от других соседей, считают родственниками. Таныпцы – наши родственники», рассказывается в предании. Предки ганинцев пришли на Танып в поисках родичей, таныпцев, с которыми хотели жить вместе. Второе название ганинцев – Астанып подтверждает старые таныпско-ганинские связи. А давайте-ка мы вернемся непосредственно к самой книге Кузеева «История башкирских родов» и посмотрим, какие выводы делает Кузеев о происхождении рода Танып. Аналогично роду Гайна объясняет происхождение подразделений Шердек, Юда, Кальтау, таныпцы, с той лишь разницей, что здесь башкирами становятся, приобретя право участия во владении вотчинными землями, не только удмурты, но и марийцы. Вот и все. Разгадка секрета, почему ганинцы видят в таныпцах родственников, проста. Финно-угорский фактор. Финно-угорский зов крови, родственность удмуртов и марийцев дает о себе знать. Такие вещи просто так, исписанными книжками из коллективной памяти народа, ведь не вычеркнешь. В книге Раиля Кузеева «Происхождение башкирского народа» и вовсе есть очень знаковое место. Башкирский историк приводит предание одного уфа-таныпца, которое им было записано во время одного из своих полевых этнографических исследований. «Мы потомки настоящих марийцев. Сын Маризата. Мы народ, который, оставив марийские обычаи, перешел в мусульманскую веру. Деды и прадеды наши поклонялись змеям. У многих были бляхи с изображением змей. Бляхи пришивались к материи, и наши женщины носили их на груди или на лбу. Когда здесь стало много народа, старики пошли к марийскому царю Мари-Бадшаха, который в то время жил за Уралом, где сейчас Свердловск или Челябинск. Марийский царь сказал нашим дедам: «Моя вера неправильная, ваша вера находится в Истамбуле. Идите туда». Старики ходили в Истамбул, и мы стали мусульманами. Как видите, Раиль Кузеев в середине еще 20 века застал очень сильную память таныпцев о своем марийском, финно-угорском происхождении. В книге же по истории башкирских родов никаких пассажей, что таныпцы – это вчерашние марийцы, вы не обнаружите. А теперь
Давайте обратим внимание на термин, который присутствует во всех томах истории башкирских родов. Это само понятие «род». Для того, чтобы узнать определение термина «род», обратимся к словарю этнологических терминов от 2012 года. Род – это термин, употребляемый для обозначения разнообразных, унилинейных, то есть по мужской линии, родственных объединений, члены которых ведут свое происхождение от единого предка и которые типичны для доиндустриальных обществ. То есть современная наука этнология нам говорит, что род – это потомки одного предка. Однако в случае с проанализированными нами томами их неправильно называют история башкирских родов. Ведь очевидно, что люди, проживающие в властях Ельдяк, Танып, Гирей и так далее, входили в сословие башкирец. Но при этом были татарами, удмуртами и марийцами и башкирами. Они не происходили от одного предка и не были связаны кровным родством. Следовательно, никакие это не рода, а общины, проживающие на совместной территории. Резюмирую. Уважаемые зрители и комментаторы, читайте, пользуйтесь и исследуйте только электронные варианты книг в формате PDF «История башкирских родов». В них можно мгновенно найти важную для разоблачения авторов книг информацию. Обращайте внимание, друзья, на литературу, на которую ссылаются авторы. Они на полном серьезе считают, что башкирские рода упоминал аж сам путешественник Ибн Фадлан, хотя это не так. Обращайте внимание на ссылки на труды казанского историка Дамира Исхакова. Авторы многотомника любят откровенно придумывать и фантазировать его выводы. Обращайте внимание, как авторы ссылаются на труды башкирского историка Раиля Кузеева. Этот Раиль Кузеев, конечно, и выполнял заказуху для башкирского обкома по переписыванию татар в башкир, но его научный креатив все-таки больше лежал в плоскости выводов, заключений, в его попытке привести к единой теории, ну или к гипотезе разнонаправленные, а может и противоположные друг другу факты. Мы не беремся пока говорить, что Раиль Гумерович откровенно фальсифицировал исторические факты и сведения. Его труды ждут исследователей, которые бы их перепроверили. Ну и самое важное. Вооружайтесь книгой татары Уфимского уезда. Не верьте, что пишут о ваших татарских деревнях в Башкортостане в этой многотомной зажигалке. Проверяйте и сверяйтесь с той информацией о ваших предках, что есть в книге «Татары Уфимского уезда».